Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, и снова в эфире. Сразу предупреждаю. Да, тут смотрите, Джохар предупреждает. Так, хайшуйся. Все отлично. Так. Хешхелам Виссо. Слышно меня? Видно? Видно, слышно. Чино, ассаламу алейкум. Джоар Дудев, ассаламу алейкум. Всех приветствую. Всем ассаламу алейкум. Рад снова вещать. Так, пятигорский шортик, хеш. Сапог, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ночи из Германии, хешу гушу аслам. Макс Гартнер, салам Машалду, витаю остальных. Машал Хиль, Макс Гартнер. Макс Гартнер, а что дик толковый комментарий у меня с дура. Сун вохуль шунцунов. Может, вам иногда лень бывает писать комментарии, но иногда ваши комментарии мне очень бывают полезны. Так что не ленитесь, пишите по делу и всегда толково. Желательно. Так, поехали дальше. Салам из Украины. Вася Гилдиев. Салам, Украина, приветствую. Анзор Ринова, алейкум салам, говорит. Вольф Тир, и слышно, и видно. Отлично. Максик, Аслан, привет. Приветствую, Максик. Так, Маждада, Аслан, вы и Тарта смотрит. И Тарта сообщает. Так, что у нас дальше? Владимир Капес. Концлагерь вас всех. Концлагерь вас всех. Нас всех в концлагере. Владимир, ну для начала, наверное, по-русски тогда надо немножко научиться. Алена Савченко, привет, Арслан. Приветствую, Алена, только не Арслан, а без буквы Р, Аслан. Приветствую, Алена, еще раз. Чечен Сиседа, Пятигорск, Сауи Хокчуа. Так, ничего не понял. Дгод. Ассаламу алейкум, хакритик вахон. Ва алейкум салам. Любая критика, Саваш, приветствуется. Главное, чтобы она была конструктивной, чтобы критиковали по делу. Без вас я не знаю, зазвездюсь. Поэтому вы должны всегда опускать меня на землю, всегда мне говорить, объяснять и так далее. Поэтому, конечно же, критика, она нужна. Ну, всегда она должна быть конструктивной. Так, поехали дальше. Так, Макс Гартнер, умеешь ты мотивировать, Аслан? Ну, а что делать? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так, отсюда мы выключим. Так, извини, говорит Алена Савченко, никаких проблем, Алена. Все в порядке. Светлана Украинка, Киев, витает. Приветствую, Киев. Светлана, привет. Так, Владимир Каппес, Ирбин aus Deutschland. О, понятно, Владимир. Ну зачем нас в концлагерь тогда, Владимир? Ну мы же нормальные люди, общаемся. Вот тут были же концлагеря. Мы видели похуже концлагерей, фашистских, нацистских концлагерей. Мы видели русские фильтрационные лагеря. Вы не представляете, какое это ужасно. Мы как раз поговорим на эту тему сегодня. Я разговаривал с некоторыми людьми на эту тему. Ну, раньше я тоже очень много сталкивался. И в принципе, русские концлагеря, русские фильтрационные лагеря, так называемые, они сыграли огромную роль в том, что я оказался в Германии, в том, что я занялся этим делом. Сегодня они творят в Украине то же самое они творят сейчас в Сирии. Так, Аслан, дикду, имеешь датесан. Окей. Видишь, не смотрите, смотрите, осудите. Какая разница, как я выгляжу? Главное, что я говорю. Так,
Лунный свет. Ассаламу алейкум с украинского Донбасса. Рад всех видеть. Ва алейкум салам, лунный свет. Взаимно держитесь там. Донбасс нужно освобождать. Борис Щербаков. Приветствую свободных людей. Приветствую, Борис. Взаимно. Мы тоже приветствуем всех свободных. Так, Львов, витаю. Дима Розанов, витаю, Львов. Виктор Половка. Ассаламу алейкум, аслам вместе. Ва алейкум салам. Анзор Рено. Смотрел интервью со Стамахиным у Сотника? Анзор Рено, к большому сожалению, нет. Я в митинге по Борису Стамахину, когда он еще сидел, еще в Москве бывал на мероприятиях. Здесь тоже бывал. Очень уважаю этого человека, горжусь им на самом деле. Вот таких людей русских, несколько бы еще, хотя бы десятков. Я думаю, в России ситуация была бы другая. Не смотрел, но после обязательно этого стрима обязательно посмотрю. И всем советую, всем. Посмотрите, я абсолютно уверен, что там все толково, я, правда, не смотрел. Посмотрите у Сотника на канале, у Александр Сотник ТВ на канале, интервью со Стамахиным. Мне мой друг присылал ссылку на это, я начал смотреть, готовился к эфиру, одни звонки, другие звонки, и вот я отвлекся. Обязательно посмотрю и вам всем советую посмотреть. Так. Ассаламу алейкум от Дагестана, Тамирхан Мирзаев. Ва алейкум салам, братский Дагестан. Приветствую всех. Руслан Давлатов. Аслан, живу с семьей в Кёльне. С властями проблемы. Сможете помочь советом? Руслан Давлатов, напишите мне или в Инстаграм, или же на мой e-mail, который есть под описанием видео. Чем сможем, поможем. Так. Магобетон. Магобетон. Все. Вот этого человека, которого я в прошлом стриме все полностью рассказал, как все было, больше тут не упоминается. Все. Закрыли вопрос. Оставим до другого времени. Ноунейм, обещал сегодня пруфы на сегодня, на агента. Будешь ли выполнять обещания? Во-первых, я не на сегодня обещал, это раз. Во-вторых, если у кого-то есть голова и внутри вот это серое вещество, то вы все можете сами легко проверить. Я все подготовлю, у меня это еще не готово, все будет подготовлено, и когда мы посчитаем нужным, я это опубликую. А так это все будет готово, лежать просто в хронологическом порядке, вы все можете сами просто раскопать и посмотреть. Никаких проблем, никакого секрета в этом нет. Я сожалею, что я сразу не понял это. Так, Анна Заверюха. Аслан, хотелось бы услышать мнение о событиях Украины, взгляд со стороны, хоть это не по теме стрима. Вы очень объемный вопрос, Анна, задали. Я не знаю даже с чего начать. Я могу сказать только то, что вы, Украина, то есть украинцы, сейчас на передовой свободных людей. Вы бьетесь за свободу не только свою, но и нашу свободу, грузинов свободу, даже, это покажется странным, россиян, даже некоторых русских свободу вы бьетесь. И к тому же вы бьетесь за свободу европейцев. То, что с вами произошло, это то, что события, которые произошли в Украине, это тоже послужило причиной того, что я выход, это уже был катализатор принятия, уже такой последний такой шаг был, что вот надо выходить, надо уезжать из Москвы. Это послужило тоже причиной того, что я принял это решение. Вас очень много обманывали. То же самое, Россия просто, знаете, было такое выражение, Россия империя зла. Об этом сказал Рональд Рейган. Мало кто знает, что эти слова сказал профессор Абдурахман Авторханов. Абдурахман Авторханов это советолог, изучал советы, был знаком с высшим руководством Советского Союза, видел там, общался, был на одних мероприятиях
с Ралиным. И этот человек очень много книг написал, вы можете почитать. У меня на другом канале, вот HK Real Life, у меня есть такой канал, там есть, я даже озвучивал, у меня даже есть еще одна книга, озвученная Абдурахмана Авторханова. Я озвучивал народоубийство в СССР, убийство чечено-ингушского народа. Там есть кое-что, а так вы можете просто набрать в гугле и почитать Абдурахмана Авторханова. И Рональд Рейган был читателем Абдурахмана Авторханова. И Рональд Рейган назвал эту страну, повторив процитировав Абдурахмана Авторханова, «империей зла». Да, это империя зла, но я бы добавил бы к словам Абдурахмана Авторханова, что это еще империя лжи, империя зла и абсолютной лжи. Вы пребывали в полном неведении. Вы даже не представляете, как вас дурили. Ну, может, уже сейчас представляете. И вот, когда вы... я даже удивляюсь, что у вас хватило, я не знаю, ума понять и сопротивляться этому. Все-таки украинская нация очень мудрая нация, при всем при том, что на вас оказывалось очень сильное давление, скрытое давление. То же самое происходит сейчас с чеченцами. То же самое, вот один в один, то же самое происходило у нас. Нас сперва расчеловечили, обозвали там, сперва там сепаратистами, да, чтобы кто не понимает, термин сепаратизм – отделение от чего-то целого, сепаратное отделение от чего-то целого. Мы никогда не были, это уже ложный термин, мы никогда не были одним целым с Россией. Потом нас назвали зверями, а до того нас начали обзывать, что мы геноцидим русских там, и так далее, хотя все было совершенно наоборот. Преступность была, убийства были чеченцев, грузин, армян, русских, всех, кто там проживал, как обычно все это было. Но было нагнетание. Вы все прекрасно помните, как это происходило в Украине, когда вас называли нацистами, фашистами, бандеровцами, там, жидобандеровцами и так далее, и так далее, и так далее. По-разному вас там называли. И мы, чеченцы, которые прекрасно все это помним, знаем и, можно сказать, уже профессора в этой области, мы как бы искренне сопереживали, сочувствовали вам. И вот, короче говоря, ситуация следующая. Вас обманным путем, называя братьями, там все такое, вы держите их флот у себя, вы помогаете в войне против чеченцев им, помогаете, покупаете газ, просто по заоблачной цене. Сейчас этот газ они вам уже намного дешевле продают. Это при том, что у вас идет, вы с ними воюете, они вам дешевле продают. А когда вы были братьями, они вам продавали дороже. Причем, когда они вам продавали дороже, европейцам транзитный газ, который проходит через вас, продавали дешевле. Ссылаясь на разные экономические моменты, что вот там выгодно и так далее. И, это, конечно же, не без помощи ваших чиновников и политиков, которые грели на этом руку, да, и озолотились. Так вот, с вами поступили очень-очень по-русски. К большому сожалению, вы не извлекли урок из того, что происходило с нами. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жаль, что с такой кровью, такими большими потерями вам пришлось прийти к этому пониманию. Очень жаль. Искренне я вас сожалею. И я искренне уважаю украинский народ за то, что вы начали говорить про свободу. Вы знаете, мы уже 25 лет, практически всю мою жизнь, сознательную мою жизнь, когда я уже более-менее что-то понимал в этой жизни, мы ведем борьбу за свою свободу. В детстве я не обращал на это внимания, а так мы по факту 4 века ведем эту борьбу. И с удовольствием будем еще 4 века воевать, и никаких проблем, если нужно информационно, если нужно неинформационно, всячески мы будем отстаивать свою свободу.
И когда в первый раз я от украинцев услышал слова «свобода», «независимость», «борьба», вот сейчас я с вами на русском говорю, и знаете, когда не чеченцы говорят эти слова на русском, что меня больше всего зацепило? Это было просто невероятно странно слышать такие слова на русском языке. Вы говорили то же, что говорили мы на чеченском уже 25 лет. Ну, всю мою сознательную жизнь мы об этом говорили, и никто об этом больше не говорил. Даже наши соседи на Кавказе об этом не говорили. Я разговаривал с разными, были, но очень мало говорили. И когда украинцы начали об этом говорить по телевидению, там были блогеры, там вроде Андрея Полтавы, там третье, десятое, при всем при этом я понимал, что проскакивало, даже сейчас там нас называют чеченами, там есть киевская хунта, по-моему, его зовут, взрослый мужчина, седовласый. Он иногда там может сказать чечены там и так далее. У меня язык не поворачивается украинцев назвать хохлами. Но я знаю, что вот на этом мы воспитывались. Вот эта ненависть, презрение к кавказцам, к чеченцам. Нас расчеловечили. Как вас сделали нацистами, нас сделали террористами. Вас террористами сделать не получилось, потому что вы не мусульмане. Сейчас такой тренд идет, что мусульманин, все, на него можно свалить. И этот тренд, между прочим, это тренд запустила Россия. Россия всю свою историю, еще со времен царя, там, царских своих времен, она была врагом мусульман, она ненавидела мусульман, она уничтожала, истребляла целые народы, в том числе на Кавказе. Да, убыхи, шапсуды, нет уже таких народов, уже не осталось. Очень много черкесов, адыгов они убили. То же самое было с нами, мы чудом выжили. Мы пережили 2 страшных геноцида, в настоящее время мы пережили 3-й геноцид, и все равно мы сохранились. Сохранились и живые, несмотря ни на что, да, при всем удручающем положении, у нас положение... Ну, просто фантастически я доволен, на самом деле, при всем при том, что произошло. И вот я вот смотрел, как вы защищались, и у вас не было ни президента, ни министра вооруженных сил, министра обороны, ни главы СБУ, да, очень важное лицо в этом деле, особенно если мы сражаемся с этими бандитами. И вот получилась такая ситуация, что ваш народ, обычные простые люди, вышли и отстояли. Это было очень интересно, очень-очень. Поэтому что я могу сказать? Я могу вам сказать, что снимаю шляпу перед вами. Вы супер крутой народ, вы молодцы, вы заслужили свободу, которую вы отстоите. То, что сейчас у вас там происходит, да, то, что там есть, у вас есть агенты влияния, вы даже не представляете, как они могут врать. То, что вы знаете, что они врут, да, то, что вы видите, это маленькая вершина айсберга, которая есть на самом деле. Подготавливаются люди, которые, прикрываясь религией, для нас, мы чеченцы, очень верующий народ, да, в этом плане. Ну, в религиозном плане для нас религия на первом месте, можно сказать. Но есть люди, у вас это тоже есть, да, у всех это есть. Но ислам это такая религия, которая, она очень сильно связана с бытом, с жизнью человека. Это жизнь человека. И вот эти люди, прикрываясь религией, посылали людей на смерть. И сейчас они это продолжают. Вы даже не поверите, как лицемерно и подло. Это очень трудно осознать. И ваш народ выстоял. И я хочу сказать спасибо Исе Мунаеву, другим нашим защитникам, вашим и нашим защитникам, которые к вам пришли на помощь.
Я хочу сказать вашим защитникам, украинскому народу, в том числе русским, которые граждане Украины. И другие национальности, грузины очень хорошо себя показали в этой войне, просто блестяще показали. И я хочу с вами жить в мире, в дружбе и созидании. Сегодня то, что у вас происходит, я не знаю, насколько Зеленский хороший или плохой. Я не хочу влезать в внутреннее дело Украины, потому что наша задача помогать Украине безвозмездно, то есть даром. Нам от вас не нужно ничего, кроме вашей победы. Потому что еще Джохар Дудаев в 94-м, по-моему, году сказал: солнце свободы зайдет со стороны Украины. Это человек, который вышел, и вам нужен Джохар Дудаев. Я надеялся, что Зеленский им станет, потому что у него вот задатки были, разговоры такие были. И он знал, что мы не выстоим. Вы можете понять, этот человек, когда говорил такие слова, что солнце свободы зайдет со стороны Украины, он знал, что мы не выстоим. Не выстоим. А почему он знал? Потому что лучше генерала советского, систему, армию внутри России, бывшего Советского Союза, никто не мог знать. Он прекрасно понимал, что это против Голиафа сражение идет. Но мы выиграли, несмотря ни на что. Мы потеряли Джохара, мы потеряли сотни, более 100 тысяч наших граждан, тысячи и десятки тысяч наших воинов, лучших из лучших наших сынов мы потеряли, женщин, детей. Но при всем при этом Джохар так себя повел, что он поставил на колени. И та операция, которую мы провели, наши бойцы провели 6 августа, да, которую разрабатывал Аслан Масхадов, руководил на месте Руслан Гилаев, была разработана, начата подготовка к этой операции еще при жизни Джохара Дудаева, который был убит 21 апреля 1996 года. И вот эти люди, они выстояли. И нам говорят, что вот этого всего не было и так далее. Нет, мы не согласны. Мы верим, что вы выстоите. Я лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь украинцам. И мы гордимся вами. Вы те славяне, с которыми мы хотим жить в мире и созидать. Мы хотим с вами дружить, уважать и быть кунаками, с которыми мы никогда не были, с русскими, и уже, наверное, никогда не станем. Так, давайте я перейду к вашим вопросам. Так, давайте, сейчас я тут открою. Так, стоп, увеличить, 1 секунду. Так. Так. Антирашизм, говорит, несмотря на все потрясения и лишения, мы даже здесь, в Европе, вполне себе свободное общество. Да, абсолютно верно, очень свободное, очень толерантное. Посмотрите, из-за нас нет никакой преступности. Да? Русские о нас говорили, что мы абсолютно, по утрам едим младенцев, вечером закусываем бабушками и так далее. Это ложь, это абсолютнейшая ложь. Это все то, что делает Россия и русский народ. Вот что они на нас привязывают. Только русские понимают язык силы. Они говорили, что мы только понимаем язык силы. И так далее, и так далее. Украинцы, нацисты, да, фашисты. Именно Россия и русский народ фашизм. Фашизм проповедует, и это культура русских. И это считается в порядке вещей. При всем при этом, как бы это ни кажется парадоксальным,
эти люди сами находятся в рабском положении. Они, находясь в униженном, тяжелейшем положении, пытаются других привести в это же состояние. Это очень такой сложный такой момент в истории человечества, когда мы должны все осознать, что если мы не возьмем, если мировое сообщество, если ООН не возьмет Россию под протекторат, под контроль и не даст свободу людям, да, которые живут в России, всем народам, которые живут, как бы это ни было трудно, это тоже понятно, да, и это дело не в ядерном оружии, да, дело, вот нам говорят, у России ядерное оружие, поэтому это тяжело, ничего сложного. Сколько бы их ни было, 10, 20, 100 этих ядерных объектов, и на них можно выставить охранение, их можно взять под полный контроль, это всего лишь там 100 ядерных объектов, допустим, их 100 не будет. И дело в том, что каждый народ, который получит свободу, вот с этим каждым народом в мире, в Европе, в США нужно налаживать какие-то отношения, нужно эти страны как-то брать там на контроль с ними. Это молодые страны будут, туда можно влить, когда не устоявшаяся система власти, очень легко ими манипулировать, настраивать там против Запада, против Америки и так далее. И Россия пугает этим. Она говорит, что, вот, например, чеченцы это неуправляемый, абсолютно неконтролируемый народ, что вот мы там какие-то там такие плохие люди. И им нужно в этом плане отдать России чеченцев. И пускай кровью, как, ну, у нас голова не болит. Вот такая вот нечестная, несправедливая политика ведется по отношению вот к нашим народам. Но я уверен, что если Украина выстоит, она выстоит без сомнения. Мы приобретем нашу свободу. Да, Алла. Так. Поехали к вашим вопросам. Как найти? Асна, почему ты не раскроешь тему насчет, почему мы хотим, чтобы в нужный момент нам помог Запад в освобождении нашей земли? И то, что нет надежды на мусульманские страны. Они нас продают в свою угоду. Да, ну, знаете, мусульманские страны, конечно, да, не очень хорошо с нами поступили. Но при всем при этом не только мусульманский Запад тоже нас продал в свою угоду. Это правда. И сегодня даже то же самое продолжается. Понимая, некоторые люди, конечно, тут в Германии это понимают очень хорошо, и слава Богу, что такие люди есть. Понимая, что если не выстоит Украина, и Россия захватит Украину, то эти люди, украинские солдаты, завтра будут где-нибудь там в Польше, или агрессию на Польшу, или страны Балтии, или еще куда-нибудь их будут засылать. И это в национальных интересах Европы, Германии остановить. Но некоторым вот жажда власти, захватить здесь власть, например, там эти разные нацисты здесь есть, да, партия, вот АФД, например, это ну, чистый нацизм, который, ну, как-то сейчас пытаются в этом толерантном немецком обществе, которое, ну, просто пресекает любые проявления вот этого радикализма в этой форме. Нет, появилась эта партия, она набирает голоса, они сейчас есть в Бундестаге и так далее. Ну и как бы Украина это последний рубеж. После этого Россия себя посчитает, что она великая. Это, замечу, для русских, которые меня увидят, вам от этого ничего хорошего не сулит. Ну, вы пойдете после украинцев, да, чеченцев, украинцев вы пойдете уже воевать. Но при всем при этом вы богаче не станете, лучше не станете. Ну, может быть, там вам где-нибудь позволят творить то, что творили в Чечне, там, садистам вашим. А простые русские ничего с этого не получат.
И вы, ну, кроме вот этого величия, да, где-нибудь под забором, когда будете пьяной лужей лежать, там будет «Какой я великий, мы захватили Украину». Вот все, что вы получите. Поэтому, что еще? Нам нужна, да, мы должны требовать от Организации Объединенных Наций, чтобы нас взяли под протекторат. Мы вымирающий, у нас язык ЮНЕСКО занесен как вымирающий язык. Вы, может, чеченцы этого не знаете, но ЮНЕСКО признала наш язык вымирающим. Более того, наш язык очень древний язык, и ЮНЕСКО охраняет наш язык, да, он как бы занесен как охраняемый язык. На нашем языке можно расшифровывать клинописи шумерской цивилизации, урартской цивилизации. Но при всем при этом наш народ сейчас в мире, чеченцы самые ущемленные в правах люди, народ. Мы пережили геноцид, и пособниками этого были разные чиновники из больших высоких кабинетов Европарламента, ПАСЕ, ООН. Мы это все помним. И, конечно же, если на этом мире, в этом мире есть какая-то справедливость, то все-таки должны одуматься и появиться достойные политики, достойные чиновники, для которых права человека, свобода слова и остальные основные принципы не пустой звук. Но, к сожалению, нас плохо слышат. И, конечно же, в этом и наша вина. Я не снимаю с нас ответственности ни в коем случае. И в войне мы совершали ошибки, и в войне мы совершали преступления. Это тоже правда. К большому сожалению, это так. Но при всем при этом мы должны понимать, что нас в некоторых случаях вынуждали. А большая часть этих преступлений совершалась агентами русских, агентами России. И потом это как бы взваливалось на нас. Мы должны очень серьезно подойти к пересмотру. Мы никогда не будем частью России. Никогда. Пока вот здесь, в сердце, мы, чеченцы, не признали себя русскими, паспорт они нам дадут, $1 миллион они нам дадут, там, еще что-то они нам дадут, дом пятиэтажный построят. Мы не должны признавать. И вот здесь, в сердце, мы должны оставаться свободными, независимыми чеченцами, которыми мы были 400 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад. И вот когда в 91 году мы выходили, наши отцы, наши братья, вот мы такими были, такими остались. И такими останемся до Алмала. Вот такие вот дела. Так, сейчас я тогда хотел бы затронуть вот эту тему, которая у нас очень актуальна. Смотрите, я не могу вам показать это видео, во-первых, потому что оно очень ужасное, это видео. Во-вторых, это видео, за это видео могут меня забанить на мой канал и на радость нашим врагам. Но я вам расскажу, что на этом видео. Вы, наверное, видели, скажите, видели ли вы эти видео? «Зверство россиян в Сирии» называется, часть 1. Подразделение управления вооруженных сил России ЧВК «Вагнер». Вот я на видео вижу вот русская речь, несколько человек. Кто хочет, может это видео посмотреть в Твиттер, говорит, ватный персонаж. Так вот, здесь люди, кто-то в маске, кто-то без, издеваются, глумятся над трупом человека. Ранее было также видео, где они кувалдой разбивают руку, забивают человека кувалдой и так далее. Так вот, я вот сейчас тоже это не могу смотреть, не буду сейчас на это смотреть. И так вот, на этом видео, вот, которое сейчас распространено в интернете, русские террористы убивают, несут русский мир в Сирию. И вот кадры, которые там есть, лежит труп, да, убитый ими человек, скорее всего, ими. И они отрезают ему голову, потом отрезают ему саперной лопатой от
откалывают ему, разбивают, не знаю, как это правильно произнести, руки по локоть. Потом подвешивают этого человека, это тело без головы, без двух рук, подвешивают за ноги, обливают соляркой, поджигают и комментируют все это, разговаривают, играет песня, мы спецназ, мы там это, там чеченка мать рыдает, а я убил ее ребенка там и так далее. Это несколько видео, там, где они кувалдой одного бьют, потом вот здесь они издеваются над этим человеком. И мне эти видео, первое, я их много раз получал, прислала Рубати Мицаева. Она мне скинула, я посмотрел и сказал: ужас. И потом мы с Рубати поговорили. Я эти кадры, и подобные кадры, и последствия вот этих действий русского мира я видел. Так вот, Рубати мне рассказала, что это ничего, Аслан, мне сказала Рубати. Она мне рассказала, она тоже была в плену, она была в Чернокозово. Помните эту тюрьму Чернокозово, которую так много о ней говорили, потом приехали там какие-то там лорды, морды и кто-то там еще, я не помню точно, кто туда приехал, и показали такую, показательно такую супер отличную тюрьму. И никаких, не то что там в пытках не было. Так вот, это только со слов Рубати. Я еще много слышал эти истории, читал в материалах дела. И когда наше дело в Международном уголовном суде в Гааге, куда мы подали в прошлом году заявление против на военное и политическое руководство России, она рассказала, что то же самое, Аслан, они делали с живыми людьми, она рассказывала. Она мне такие вещи рассказала. Она говорит, она, как известный человек, она была в нашем сопротивлении. И как бы ее убить они не решились. Но ее очень сильно пытали, унижали, но ее не убили. И она говорит, ее выводили, их выводили, вот таких, как она, которых не будут убивать. И на глазах, на ее глазах они это творили. Это делало ГРУ, военное подразделение, это военные русские. Это делало ФСБ, военные, ФСБ России, спецслужбы России. Это делали разные МВДшники и так далее, и так далее. Избивать, пытать и так далее, и так далее. Это просто цветочки. И то, что сейчас делают кадыровцы, это отголоски того, что делали русские. Они вот такую планку поставили, и вот на этом дальше идут. Мне рассказывал один мой друг, который живет во Франции, как его пытали, как на его глазах сжигали человека. Это просто, я не хочу говорить всех подробностей, унижений и так далее, и так далее. Когда брат с сестрой абсолютно раздетые сидят в яме и греются, чтобы не умереть от холода, уже умирают они от холода. И я не могу эти вещи даже рассказывать, я хочу это донести до людей, это надо писать, это надо сохранять, и всех, кто это видел, ради Бога, ради Всевышнего, я вас всех прошу. Сейчас не обязательно надо это все записывать ручкой и карандашом. Сейчас можно взять диктофон и рассказать дату, место, кто это делал, кого убил, кого пытал. И то, что вам кажется какими-то незначительными вещами, там, побили чуть-чуть током, меня всего лишь побили током, говорят. И я прошу вас всех это сохранить. Всех, кто очевидец, кто видел это, я вас прошу вот голосовые сохранить. Когда-нибудь это достанет, это мы должны судить Россию, мы должны наказать Россию. Пока мы этого не сделаем, ни украинцы, ни грузины, ни чеченцы, ни европейцы, никто не вздохнет свободно от этого. Мы должны об этом кричать во весь голос. Сейчас мы должны оказывать мирное, невооруженное сопротивление.
Потому что у нас каждый человек на вес золота. Мы должны сохраниться как можно сильнее. И я вас прошу, висят туксашик, сохраните это. Сохраните, все сохраните, чтобы все осталось. Это другое время, сейчас есть интернет. Вы можете открыть YouTube канал, вы можете положить эти видео, которые вы будете говорить, не просто чтобы даже это голос был. И это видео можно сделать закрытым, никто никогда его не увидит, пока вы не откроете, или просто сделать видео по ссылке, что вот можно вот отправить ссылку, кто-то может посмотреть. Я вас прошу сохранить. Это нам очень-очень нужно. Это нужно для того, чтобы наказать всех преступников, всех этих убийц, мерзавцев и подонков. Как отдельные личности, так и всю эту преступную бандитскую страну. Эту террористическую, эту недочеловеческую страну, которая творила над нами это. Не только чтобы наказать, но чтобы впредь больше никогда мир не узнал этой жестокости. У любой войны даже самой несправедливой, даже самой захватнической войны есть правила. Даже если, когда вы ведете захватническую, несправедливую войну, в ней есть правила, обычаи, законы. До того, как люди написали первые свои законы, люди воевали между собой. И с того времени сохранились обычаи войны. Также теперь уже как бы формируя это все, сформировалось это как в законы войны. Россия не соблюдает ни обычаи войны, ни законов войны. И никогда их не соблюдала и не соблюдает. И эти все люди должны быть наказаны. Страна должна быть наказана. По-другому выхода никакого нет. И если бы это были только мы, чеченцы, весь остальной мир мог бы плюнуть на нас, сказать, да ну подумаешь, эти какие-то головорезы, потому что о нас реально так все думают. О нас уже сложилось это мнение, понимаете? А если бы эти люди, которых я очень много знаю, разных национальностей людей, если бы эти разные люди разных национальностей узнали бы, какие мы на самом деле, вот на самом деле мы донесли бы это до всех. Я абсолютно убежден, что они плакали бы вместе с нами над тем, что они думали и говорили. И я знаю, много украинцев извинялось, когда уже у них война началась. Но они даже 10-й части не знают, насколько нас оболгали. Вот такое к нам было отношение. Мы должны все это сохранить. Мы должны донести до людей, что вот эти террористы, русский мир, это равно русский терроризм, русский фашизм. Мы должны четко и ясно говорить, не стесняясь, не боясь, мы должны прямо говорить, и мы будем это говорить. И не только говорить мы будем всячески вести дело к тому, чтобы Россия ответила за свои преступления, чтобы Россия как страна понесла наказание за это. Присоединяйтесь. Так, давайте я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы. Так, леди 1974. Дал иман соба лоя масанмой, дал муач или эту хирбуай, дал дунянчуа на алф хайхваш. Амин, я Аллах, амин. Как найти? С русским народом нужно сделать то, что сделали с немцами и с японцами в 1945 году. Унизить, чтобы выветрить империализм, шовинизм. Я тебе скажу, как найти. Да я согласен с тем, что ты говоришь, кроме одного. Немцев не унизили. Я не понимаю, как эти люди, среди которых я тут живу, с которыми я каждый день вижусь, могли такое творить. Это совсем не такие люди. Их не унизили. Да, их оккупировали. Русские их унизили. Когда советы зашли, краснопузые, они убивали, насиловали, грабили и творили все, что могли. Там, огромное, много времени. И я считаю, что это не унижение.
Если ты считаешь, что твоя нация, твоя раса, она лучше там другой расы или другой национальности, то ты абсолютно заблуждаешься. Ни твоя национальность, ни твоя раса не могут быть лучше других. Есть хорошие люди и плохие. И все. Больше другого деления среди людей нет. И я считаю, что русским пора это понять и побороть в себе это. А если они не могут, то им надо помочь. Ватный персонаж. Пропаганда работает, одних они выставляют террористам, других фашистами и так далее. Они на это тратят колоссальные деньги. Да. И самое главное, ватный персонаж. Тут очень все сложно, очень все запутано. Русский менталитет воспитан на имперстве. Имперство – это чистой воды фашизм. Это мое государство должно захватить чужое. Это милитаристский нацизм. Это моя нация, мы русские, внутри России они русские, они подавляют всех, телевидение, все, преподавание, культура, история, все только русское. Меня не учили чеченской истории в школе. Будучи в Грозном, в столице моей страны, меня не учили моему языку. Меня не учили ни читать, ни писать. У нас в школе не было предмета чеченского языка. Это просто так, для сведения. В моей стране этого не было. И вот эти люди, которые сейчас захватили власть, это КГБ, это ГРУ, это другие вот эти спецслужбы, которые захватили власть, ну, в первую очередь, это КГБ. Эти люди захватили все имущество, которое накопил Советский Союз, РСФСР, и как правопреемница СССР, Советский Союз, то, что накопило. Стали миллиардерами, поставили своих людей олигархами, да, вы слышали там, один из олигархов, забыл его фамилию, сказал, что если мне Путин скажет, я моментально отдам все свое состояние. Значит, у него нет этого состояния. Оно Путина. И КГБ. Это все их общики, да, чисто по-воровски. Воровские вот эти понятия, это тоже идет из недр КГБ. Для того, чтобы взять под контроль преступников, которых, или политических, которых они тогда просто вагонами засылали в эти свои концлагеря, в ГУЛАГе. И что нужно дать? Что они, бабки им самим нужны, они же короли сейчас. Что они могут дать русским? Русским они дают их фашизм, их имперство. Им говорят, вы великий русский народ, идите. И им разрешают убивать. Вот то, что они сейчас делают в Сирии, да, то, что они вот творили в Чечне, то, что они творили на востоке Украины, это все следствие того, что вот этим имперцам, фашистам отдают на откуп. Давай, занимайся. Тебе можно насиловать, убивать, вырезать там при живом человеке, топором бить по спине, разрубать живого человека. Это все делает российская армия. Да, это делают русские. И те деньги, которые они тратят, те колоссальные средства, как ты говоришь, они тратят для того, чтобы воровать еще больше. Они дают вот эту, вот все зло они дают творить своим вот этим зверью своему. И это зверье успехом все делает, и оно довольно. Им дают косточку с барского стола, на, держи косточку. И все. И больше ничего не надо. А потом он рассказывает под забором где-то в собственной луже, как он круто убивал чеченов там и так далее. И это очень все сложно, и это далеко зайдет. Но мы при всем при этом мы должны понимать, что мы должны объединяться в гражданское общество, мы должны, украинцы, здравомыслящие русские, грузины, чеченцы, страны Балтии, европейцы, мы все должны объединяться.
Потому что без этого мы будем очень долго биться и потеряем очень много людей. Так, перейду-ка я к вашим вопросам. Так, коллекция моих игрушек. Очень интересное название. Аслан, салам, вы, будучи двумя независимыми людьми, не можете элементарно поделить зрителя. Так, коллекция. Я понимаю, что с такими никами сюда заходят, я не знаю, явно не чеченцы. Вас это не касается, этот человек, я сказал, больше не обсуждается. Я все сказал. Все, проехали. Всему свое время. Так. Асасаса, говорит. Мы должны быть людьми, мы не должны быть ни волками, ни овцами. Бог нас всех создал, Бог создал нас людьми. Совершенно верно. Так, ваш дада, мы тебе не игрушки какие-то, чтобы два типа нас делили, хотя игрушки тоже есть. Так. Аслан, не злись, брат, я мусульманин тоже, да. Вот если ты мусульманин, ты проанализируй вещи. Мы не тупые бараны, чтобы нами манипулировали. Так. Украина. Почему минимальная ипотека в Украине 19%, а в России 7,5%? Неужели мы глупее, чем эти русские? Украина. Я не знаю, как у вас с ипотекой, но я вам расскажу, как дают кредиты в России и откуда берутся эти кредиты. Международные банки, которые имеют подавляющее большинство финансов, мировых финансов, обращаются или российское правительство обращается в банки, допустим, так, или на каких-то взаимовыгодных условиях предоставит России кредит для российских банков. Российские банки это фуфло полное. И там просто сидят люди, зарабатывают бабки. На чем они зарабатывают бабки? В российские банки мало кто кладет деньги, если только не считать Сбербанк, через который идут там пенсии, там пособия, и они там аккумулируются, остаются какие-то суммы. В основном это какие-нибудь там другие банки, которые занимаются там, это такие кошельки. И вот им нужно выдавать кредиты людям, населению, ипотечные. Возьмем, например, ипотечный кредит. Здесь, по-моему, в Германии ипотечный процент 1 или 2%. Иногда бывает 4%. Там, я помню, была какая-то информация недавно, что там, по-моему, до процента или до 1,5% снизили процентов ипотечный кредит. Это тут выдают населению. Нужно выдать России. Может быть, то же самое у вас и в Украине. Не берусь утверждать, но, скорее всего, без коррупционной составляющей там такие вопросы не решаются. Так вот, правительство Медведева, премьер-министра, так называемого премьер-министра, незаконного премьер-министра России, обращается в банк и говорит, дайте нам, пожалуйста, кредит. Вот, например, для какого-нибудь Альфа-банка, какого-нибудь там ФСБшного банка. Конечно, здесь не дураки сидят, бабки очень любят и свои бабки терять не хотят. И они говорят, а что нам за это будет? Они говорят, мы вам там высокий процент дадим, ля-ля тополя. И европейцы говорят, европейский банк какой-нибудь говорит, давайте так, если мы дадим вашему Альфа-банку там $1 миллиард, получится так, что ваш банк обанкротится, и мы потеряем $1 миллиард. Какие гарантии правительство страны дает на это? То есть частному банку российскому, КГБшному, ФСБшному, выдает иностранный банк кредит,
Но правительство становится гарантом перед этим банком. То есть правительство дает правительственные гарантии. То есть государственные гарантии. Государство дает гарантии. То есть рядовые граждане России гарантируют, что ВТБ получит этот кредит. Этот миллиард приходит сюда. Соответственно, для того, чтобы гарантии были, там, так как в России не очень надежная ситуация, даже с правительственными гарантиями, процент выдачи России этому Альфа-банка, даже с правительственными гарантиями, он выше, чем даже если это будет внутри Европейского Союза. И эти деньги, которые уходят Альфа-банку, Альфа-банк берет и начинает выдавать под это кредиты, там, допустим, ипотечные кредиты. Выдает он эти кредиты, и получается так, что население несет ответственность за этот миллиард, потому что потом населению отрабатывали этот миллиард. Это все скажется на пособиях, на пенсиях и так далее в случае банкротства или бегства хозяина вот этого банка. Потом возникает дальше следующая коррупция. Это я рассказал вам про ответственность граждан, на которые вот это все бремя ложится. Правительство, как мы все знаем, для них их бог это деньги. Все, что они делают, это ради власти и денег. Никаких русских, никакого там русского мира, это все для быдла. Фуфло, как говорят в определенных кругах. И, короче, Медведев, как коррупционер, очень богатый человек, он говорит, ну, а что даст Альфа-банк правительству? Соответственно, когда выдается России, процент вырастает раз, потом правительство выдает этот кредит Альфа-банку уже, ну, передали, да. Альфа-банк уже закладывается процент, который правительству надо за этот кредит отстегнуть. Соответственно, эти деньги Медведев не будет ждать, пока этот миллиард уйдет в народ, получит, построятся на него дома, люди купят, и потом в течение 20 или 15 лет будут выплачивать. Медведеву сейчас бабки нужны, и этим министрам, которые там есть, нужны эти бабки сейчас, здесь и сейчас. Соответственно, этот Альфа-банк получает не миллиард, а там 900 миллионов или там 800 миллионов, я не знаю. А ему нужно выдавать тоже на момент. Европейский банк или там какой-нибудь международный банк, который выдает эти деньги, он требует, чтобы выдавали в долларах. Это основная валюта в мире. Соответственно, если курс падает, то Альфа-банку нужно выплачивать. Он же выдавал кредит в рублях, он выдал там 1 000 000 рублей кому-то. Когда-то это было 30 000 долларов, допустим. Но когда сейчас это, ну это уже там 15 000 долларов, условно говоря. 15 тысяч. Но люди-то выплачивают в рублях этот кредит. Соответственно, Альфа-банку приходится как-то выкручиваться, чтобы выдавать деньги ну, по проценту. Он же тоже этот миллиард не просто так получил. Он должен за этот миллиард выплачивать проценты уже международным институтам. И вот получается ситуация, что для того, чтобы, когда уже человек приходит получать это, уже с учетом правительственного процента, который забрали, с учетом плохой репутации страны Российской Федерации, вырастает вот такой высокий процент, достигает там вот сейчас 7,5, да, ну, сняли, может, потому что у самих уже наличность накопилась, уже русские выдают свои деньги. Ну, грубо говоря, вот так это выходит. Я помню еще несколько лет назад, в России тоже были такие же, 19%, 18%, 16% были такие же. Ну вот, как-то так. Вот так вырастает. Возможно, у вас тоже большая коррупционная составляющая. Так, давайте перемотаем ваши вопросы. Эх ты, вначале, как ты создал этот канал, я сделал пожелание всем вам, чеченцам, быть едины. Меня за это заблокировал мой модер. Как думаешь, справедливо он поступил? Ну, у меня модераторы, конечно, немного строгие, но очень справедливые, надо признать. И я думаю, мои модераторы поступили справедливо. Не знаю, конкретно в вашем случае надо разбираться, я не знаю,
что ты сказал. Я не верю, что за то, чтобы чеченцам надо быть едиными, тебя заблокировали. Это просто исключено на моем канале. Это основная вообще наша задача — объединить чеченцев. Чтобы чеченцы сформировались в гражданское общество здесь, в Европе. Потому что только здесь, сформировавшись, мы можем помочь тем, которые у нас находятся в заложниках нашей во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Поэтому, думаю, ты немного не договариваешь. Наталья Башкова. Сомневаюсь, что 7,5% есть ставка в Российской Федерации, думаю, больше. Я тоже думаю, Наталья, что там процент повыше. И знаете, там как бы это одно дело, когда тебе там рекламу показывают 7,5%, а другое дело, когда ты реально в банк приходишь, тебе говорят, вот же такие скрытые вот эти проценты, которые накручиваются. Плюс там еще там придумывают страхование там разное вот этого кредита, ну и так далее, и так далее. Они много способов придумывают, изобретают, как выудить деньги из людей. Александр Гёце. Аслан, что нужно сделать чеченцам, проживающим в Европе в период оккупации Чечни? Чем должны быть заняты? Какие цели достигать? Перечисли, пожалуйста, по степени важности. Но если по степени важности, первое – это учиться. Учиться самим и заставлять учиться наших детей. Вот как угодно, хотите ругайте, вот это ругать не принято, хотите там, платите им деньги, обманывайте их, хотя в исламе это нельзя, но не обманывайте, если нельзя. Ну, как бы стимулируйте их к тому, чтобы они учились. Это самое первое, то, что делать. Во-вторых, мы должны всегда думать. Опять же, это все истекает из того, чтобы учились. Мы должны думать, нас не должны обманывать словами, просто бред люди несут, и абсолютно. Есть много-много таких программ, которыми нас обманывают, много-много, да, там, зомбируют, да, это отработано, и Россия империя зла и лжи, они нас обманывают, не поддаваться на провокации, уважать и место, где вы находитесь, соблюдать закон, показать нас в тех странах, в которых мы находимся, в лучшем свете. Представьте, что вы здесь, в Берлине, в Гамбурге, в Париже, не где-то среди незнакомых людей. Представьте, что вы у себя в нашей Чечении находитесь среди самых своих близких людей, которые вашу походку, ваш, я не знаю, кашель, ваше нецензурное слово. Представьте, как к вам отнесутся. Представьте, что вы находитесь среди своих людей. Вот так покажите. Это нам не враги, это наши лучшие друзья. Эти люди, которые нам дали кровь, свободу, безопасность. И мы должны показать им нашу культуру. Каждый чеченец на месте, где он находится, он должен демонстрировать это. Вы должны показывать, как мы чистые, красивые, благородные, смелые, и соблюдать их законы. Мы обязаны соблюдать. Мы дали договор с ними, мы заключаем договор с ними, что мы будем соблюдать. И, конечно же, всячески распространять информацию о том, что над нами творили, творят, творили и продолжают творить. И не бояться. Никого не надо бояться. Мы должны говорить правду. В правде наша сила. Их сила в лжи, наша сила в правде. Так, Дух Свободы с прошлого стрима мне донатит. И я думаю, он решил меня успокоить после нашего того инцидента и вот этот нападок на меня. Я абсолютно спокоен, можешь мне не донатить. Для того, чтобы вы донатили, я увидел ваш вопрос, присылайте $1 или 1 евро, да, чтобы было видно. Не надо мне присылать там такие суммы. Так, Дух Свободы задонатил. Мы не понаслышке знаем, как российская армия безжалостно относится к мирным людям. Для России женщины и дети тоже террористы. Мы помним, как они убивали всех подряд в Чечне и бессовестно по всем СМИ говорили, что уничтожены террористы. Это Россия террор. Да, совершенно верно, абсолютно это так.
Абсолютно это так. Коллекция моих игрушек. Аслан, ты такой злой, ты никогда судью и прокурора не бил во время процесса. Да, иногда очень хотелось, я признаюсь честно. Украина, Украина. А что делать с Россией? Я живу в Украине, как мне нагадить этим злым русским? Гадить они сами умеют. Вам надо просто говорить правду, вам надо доносить правду, что это империя зла и лжи. И все, вам доносить правду. Сейчас, слава богу, есть интернет, вы можете писать комментарии, вы можете постить видео, распространяйте, присоединяйтесь. У них есть платные люди на это, у нас нет такой возможности, но нас очень много, которые понимаем. И давайте вместе бороться, давайте вместе доносить до людей правду. Многие немцы не знают то, что у нас творилось. Тут был спектакль «Кот и генерал». И на этом спектакле, после спектакля мы прошли, это про войну в Чечне, грузинка написала эту книгу, и по ее книге поставлена вот эта пьеса. И мы после пьесы зашли в кафе и общались ну, со всеми актерами и режиссером, постановщиками, вот с людьми общались, кто все это поставил. Это про войну в Чечне идет, как там ситуация, ну, очень похожа на ситуацию Эльзы, убийством короче, Эльзы Кунгаевой и вот этого преступника Буданова. И когда я им начал рассказывать, мы начали рассказывать эту ситуацию, они были в шоке. Они читали книгу этой грузинки, они много чего узнали, но и поставили по этой книге пьесу. Но когда я им начал рассказывать все ужасы и то, что сейчас там происходит, они были потрясены. И мы сейчас с ними очень хорошо общаемся, и я думаю, наша дружба будет только усиливаться. И мы будем доносить правду всем врагам на зло. Маждада, Аслан, США и европейские страны – это бюрократия. Там каждый доллар на счету. Не так просто вывести активы для темных дел. А у России царь распоряжается как хочет. То есть там подкинул, здесь урвал. Да, совершенно верно. Абсолютно точно так. Александр, согласен, учиться, да. А что с черкесами случилось? Миша Мансуров. Читал информацию, что Россия убила 95% черкесов. Это так? В Украине есть город Черкасы. Говорят, что его основали черкесы и жили там. От того и название. Да, конечно, черкесы пережили колоссальнейший геноцид, который в мире почему-то закрывают глаза и не хотят признать его. Опять же, двойные стандарты, опять же, лицемерие, когда... Знаете, Красная Поляна в Сочах, почему называется Красной Поляной? Потому что она была усеяна человеческими телами. Знаете, как черкесов топили? На старые судна сажали и говорили, мы вас отправляем по Черному морю в Турцию. Вывозили в море людей и топили. Просто-напросто топили людей. И какой-то, я могу сейчас ошибаться, француз, по-моему, путешественник, оказался в определенное время в этом месте. И когда он туда пришел, он там увидел тела и останки людей, выброшенные на побережье, вот где-то в районе Сочи. Эти тела тянулись на километры. Над черкесами совершен геноцид. Один этот зачитаю комментарий, потому что тут почему-то не могут
могут до сих пор понять, в чем проблема. У меня нет проблем ни с кем, кроме предателей и оккупантов. Вообще у меня нет ни с кем проблем. Я со всеми нахожу язык и со всеми найду язык. И вообще моего здесь вообще нет. Если мое было бы, я бы был бы в другом месте. Так вот, здесь ДГО, ДГОГ пишет. Маждада, если честно, мне обидно и жалко, что наши два блогера поругались. И мы не два блогера. Это не наш блогер. Запомните раз и навсегда. Это блогер российских спецслужб. Я вижу ошибки Аслана и так далее, ты говоришь там и так далее. Запомните, нету той проблемы, что я не могу с кем-то договориться. Я предлагал договариваться. Нет. Пока я окончательно, я помогал, я занимался там как своим делом. Нет. Алина Брудко. Вопрос, русские или россияне? Это очень хороший вопрос, Алина Брудко. И в какой-то степени мы говорим, что да, россияне. Юридически верно, конечно, обозначить россияне. Потому что там зверствуют не только россияне, я убежден в этом, не только русские, точнее. Есть и татары, наверное, и может быть и чеченцы, и может быть дагестанцы, и может быть еще кто-то, и якуты, и ну, все-все-все, сколько народов в России. Но несут они русский мир, строят они великую русскую империю. И все остальные народы становятся равными хотя бы там на приближенном с ними уровне, если они признают русских старшими братьями. Вот тогда им разрешено жить, созидать, растить детей. Но если вы скажете, что мы, чеченцы, такие же, как вы, или дагестанцы скажут, мы такие же, как вы, почему у нас нет таких прав? Вот тогда заканчивается вот эта толерантность и появляется русскость, понимаете? И они себя называют русскими офицерами, русскими генералами. И вот когда они творят зверство, я бы не хотел бы, чтобы это были россиянами. Я хочу четко обозначить, дагестанец это творит, он русский дагестанец. Чеченец это творит, он русский чеченец. Вот так я хочу это определять. Я имею на это право. И пока русские, как когда-то немцы, не станут на колени, когда их глава стал на колени перед поляками, перед другими евреями, которых они убили, пока русские не станут перед чеченцами на колени, их первое лицо, вот до тех пор я их буду называть русскими. И до тех пор я буду с них спрашивать это. И до тех пор я их не простил этого. Не только кровь, слезы, одного слова я им не простил. Даже одного слова. Они ложь, это не намного лучше даже убийства. Я считаю чеченцев очень толерантными, очень благородными людьми. И далеко не людоедами, как нас представили. И я буду настаивать на том, что мы должны дальше добиваться. А людоедов называть будем людоедами. Путин не станет, я думаю, его надо будет поставить на колени. Но если кто-то нормальный русский придет и встанет на колени, я вот тогда признаю русских равными и заслуживающими, чтобы я не называл всех русских так. Хотя, опять же, среди русских есть очень много достойных людей, которых я лично уважаю, с которыми я дружу и дружил много лет. И мне помогали русские. И все равно это не исключает того, что я говорю. Знаете, как я тут зачитывал отрывок из произведения Льва Толстого «Хаджи Мурат», что о ненависти к русским никто не говорил. Это чувство больше, чем ненависть. Это чувство самосохранения, это инстинкт самосохранения. И я хочу, чтобы моя нация сохранилась, которая сейчас на грани уничтожения находится, на грани культурного, этнического уничтожения. Физически нас перестали массово уничтожать, но нас продолжают уничтожать, потому что перестали, потому что сейчас занялись Украиной. Чуть-чуть отвлеклись от этого, от нас. Но нас истребляли и продолжают истреблять. И тот чеченец, который этого не понимает, который служит врагу, я просто удивляюсь вас.
Я просто удивляюсь. Чеченский след. У меня есть видео Алды Комсомольская, которая удаляет YouTube. Да, удаляет. Очень много подчищает. Пожалуйста, сохраняйте. Его удаляют, когда вам пишут, что вот там такие сцены нехорошие, там, да, насильственные сцены, там, жесткие сцены, вам это говорят. Но на самом деле, если вы поместите в YouTube и сделаете доступ по ссылке, и не будет только своим подсылать, то его не удалят. Одному мне не справиться, да, нам всем не справиться, даже каждый должен это взять на себя. Вы каждый должны этим заниматься, каждый божий день вы этим должны заниматься. И вы увидите, через несколько месяцев ситуация изменится. Давайте 1000 человек. Вот сейчас смотрят меня 537 человек. У меня просмотров бывает, там 10 000 просмотров бывает. 1000 человек. Каждый день возьмите за правило распространять информацию. Каждый божий день. Если вы владеете другими языками, переводите на другие языки. Это очень важно, чтобы мы вышли из этого информационного, русского информационного вакуума, чтобы мы дальше говорили. Мы должны распространять. Эх, ты в Москве был, когда тут война была? Да, а ты, наверное, уже погиб смертью храбрых? Чеченский след. Я могу оставлять такие ссылки в комментариях. Да, ты можешь оставлять, но знаешь, когда в Ютубе ты оставляешь комментарии, если ты непроверенный пользователь, да, у кого-то ты постороннего оставляешь, то, скорее всего, они не остаются, они не высвечиваются. Например, мне кто присылает ссылки, они у меня в спаме появляются. И я потом смотрю их, и некоторые одобряю, некоторые просто даже просто спам не смотря удаляю все. Поэтому в Ютубе очень трудно оставлять, потому что вот эта реклама своих каналов, люди начинают писать, и вот, короче говоря, желательно, чтобы не в Ютубе вы оставляли это. Маждада, не за горами то время, когда видео геноцида в Чечне будет на вес золота. Сохраняйте. Да, абсолютно верно. Антирашизм. Если есть народ, который заслуживает поголовной ответственности за бескрайние злодеяния и подлость, это самообозвавшие себя русские. Да, согласен. Иван Иванов, Аслан, мне нужна помощь. Какая, Иван? Эх, мне 11 лет, говорит, было, я молодой был. А тебе сейчас сколько тебе? Аж ты думаешь, война закончилась, что ли? Или твоя страна деоккупирована, и ты хозяин в своей стране? Или в твоей стране сейчас соблюдаются права человека? Или есть хотя бы гласность, не говоря уже там более, ну, свобода слова есть, не говоря уже о более таких ощутимых вещах. Может, тебе разрешают делать, что ты хочешь, говорить, что ты хочешь, да? Нет. Может, у вас на данный момент сейчас не проводятся пытки. Вот недавно задержали людей, до этого задержали в шалях людей. Пытают, избивают, мучают. О чем ты говоришь? Я был маленьким. Иван Иванов, ты можешь писать сюда телефон, но я звонить на русский телефон тем более не буду. И если тебе и нужно, ты можешь написать мне в e-mail. А лучше, конечно, сюда не писать телефоны. Полностью, на меня идет полностью атака, меня контролируют. Так что будьте осторожны, никто не оставляйте сюда. Украина, Украина, ты в курсе, что тебя Горбовский обматерил на стриме? Нет, я нет, не в курсе. На Маждада, война перешла в другую фазу, в невидимую и подлую. Да, совершенно верно. Так, Кинг Бом.
пропагандисты то не люди, то хвойды, які за папирцы миллионы людей поневоливают и стравливают. Да, пропагандисты, мы прекрасно знаем, что стало с немецким пропагандистом. Его повесили. Александр Гёце. Последняя новость из сети. Умер чеченский богослов Ахмад из Бачиюрта. Далде Олуэле. Амел Буйцага, Далде Олуэль Амел Хелнек. Хусейн Орство. Меня в детстве спросили, как по-вашему будет тихо. Я ответил шортик. Шортик. Я жил в Ингушетии какое-то время. И мы пошли на речку. Я расскажу вам интересный, смешной случай. И чеченец и ингуш поехали мыть машину. Машина ингуша, видимо. Чеченец у него в гостях в Ингушетии. Они заходят в воду. Они хотят заехать на маленькая речушка, надо заехать и поставить машину в воде, это как у нас там делали, что абсолютно нельзя делать, это загрязняет, конечно, воду. Но у нас так делают, делали, по крайней мере. Чеченец закатывает себе штанины, заходит в воду, а ингуши, но они молодые, мы все тогда молодые, очень молодые, да, может по 16 лет там, этим ингушу и чеченцу. Чеченец в воде стоит, ингуш за рулем. И едет ингуш. И тот ему говорит, нет, да, ингуш заходит в воду, чеченец за рулем. И они едут, и чеченец, ингуш стоит, ему говорит, шортик, шортик. И тогда и машина там в яму попала. Он говорит, и чеченец ему говорит, ты чё, шорт, много, шорт, это много по-чеченски. Тот говорит, я тебе кричал, шортик, это значит тихо, медленно, да, вот так это значит. Короче, вот там вытащили мы машину все вместе. Николай Жулин. Опа, Аслан. А вот я тут наблюдаю двух ФСБшников. Кого именно, Николай, подскажите? Так, чеченский след. Ставим лайки. Ади Хахман, как ты относишься к Абадиеву? К больному человеку я не могу нормально относиться. Только с сожалением, сочувствием. А так, конечно, он не больной, это провокатор. Профессионально, и таких у нас много, вот новые появляются. Мы должны все это понимать, это провокаторы. Я плохо отношусь к провокаторам. Ваш Дада, Николай в зеркало смотрит. Так, Тор говорит, 57, 74 и так далее. Привет, Аслан. Мансура из Люксембурга избили ФСБшники в подземном паркинге после работы. Вы были знакомы? Я не понимаю, о ком вы говорите. Кого избили? Так, чино эххивается от и Аслан Мичахил Мацхил Цабош. Есть на этом канале, где он подробно рассказывает про себя и как перебрался в Европу. Да, совершенно верно. Так. Короче, если ты меня будешь надоедать вот этими своими вопросами, посмотри на канале, ты увидишь. Ты задаешь эти вопросы, чтобы просто спамить и флудить здесь. Не делай этого, я тебя забаню просто. Байсагур чеченский. Когда будут выдавать паспорта Ичкерии? Их выдают сейчас пока
Я не знаю, был какое-то там остановлено это дело было, но паспорта выдаются. Аслан, что скажешь о своей записи? Ночь из Германии. Что скажу? О какой записи я скажу для начала? Так, лунный свет. Как найти что-то много русских под разными никами стало заходить? Видно, что канал стал популярным. Да-да, они уже поняли, что я поставил шах и мат им, и они теперь, это было чудо просто, невероятное везение, да, просто. И вот мы теперь под пристальным вниманием этих паразитов, этих террористов. Хилдихаху Аслан Вайдин Вайдехал Вайн Дехал использовать цадайт. Худа диз аль-хиетхун. Хилдихару. Это очень хороший вопрос, это очень сложный вопрос. Я знаю, что мы должны, мы должны очень внимательно относиться к тем, кто что-то говорит. Мы должны взрастить своих ученых ислама, вырастить своих ученых ислама. Вот так мы должны сказать. Я не могу сказать, что мы должны делать. Каждый в своей семье должен в первую очередь очень аккуратно подходить. Молодые люди, они максималисты. Им нужно вот максимум что-то раз, и вот или так, или так. Мир очень разнообразен, и знаешь нас, лучше даже нас, нами пытаются манипулировать. Мы должны очень осторожно относиться. Олардал дизвайк энти дохкум думает я дештек. Дич тишервоч дохкум дуар. И Ибну Адам, основа нынешней молодежи, бахтина слэрам барт от халх чул слабы бу. Это рыба гниет с головы. Знаете, я разговаривал с одним умным человеком, и он мне сказал, что в Казахстане, когда нас выслали, мы пережили также геноцид, и там люди очень... Перед тем, как нас выслали, вот эта советская власть, когда туда там начала заново мутить у тебя все, тоже была агентура еще с царских времен оставшаяся. Вот эта советская власть начала опять же там мутить на религиозной почве с нами, на политической почве. И у нас был очень сильный разлад. И когда был этот геноцид, мы находились в положении. И там, в Казахстане, нам хватило ума, сил, вымерли 2, 3, 4 первых лет, мы массово вымирали там. И было такое уже убежденное мнение, что никто не останется уже в живых, что нация закончится. И вот когда на грани вот этого вымирания у чеченцев хватило сил и духа вот в таком положении объединиться. И мы стали братьями. Каждый чеченец стал братом друг другу. Каждая сестра, женщина стала сестрой. И когда мы вернулись, я говорил ранее об этом, уже с 61-го, когда русские требовали нас вернуть обратно в Казахстан, через 30 лет мы построили свое государство. У нас был генерал, у нас были ученые, профессора, люди, которые были без родины, без дома, без образования. И мы смогли, наши отцы смогли. И неужели мы не сможем сегодня, в 21 веке, мы не сможем объединиться, мы не сможем стать братьями друг другу, мы не сможем стать единым кулаком, мы не сможем сделать профессоров, ученых в нашей среде, воинов. С воинами, я уверен, проблем у нас не будет. Поэтому я призываю к единству. Но
предатель, тот, кто работает на предателя, пока этот человек не раскается, не прекратит свою преступную деятельность, с этим человеком у нас не может быть ничего общего. Даже если он наш родственник, мы можем, даже если есть родственник, мы особенно те живут дома, и даже здесь можно здороваться, общаться. Я не здороваюсь и не общаюсь сразу, а то тут разные любят провокаторы вырезать и бред просто нести. Мы им так на хвост наступили, что завизжали они как шавки. Поэтому давайте, чеченцы, объединяйтесь, за нами будущее, у нас мощнейший потенциал. Ситуация в корне изменилась. Китиш изменилась. Закрывая компьютер после моего стрима, не забывайте, что все, я закрыл и спать лег. Завтра вы должны проснуться и работать на то, чтобы донести правду о преступлениях, которые против нас совершаются. Объединять нас друг с другом. Каждый объединяет. Это не значит, что мы должны там бросаться друг на друга в объятия. Но мы должны знать, что мы должны друг друга оберегать. Мы должны друг против друга плохое слово не говорить. Если это там особенно незаслуженно. Давайте, на весь мир на нас смотрит. Давайте как воспрянем из пепла. Другого выбора у нас нет. Мы никогда не будем русскими и Россией. На этом я закончу свой эфир. Всем всего хорошего желаю. Всем спокойной ночи. Спасибо, что оставались со мной, слушали. Прошу распространять. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум. Бюзде галер.